Нас ждет лето, аналогичное 2010-му. Такой прогноз дают ученые. Уже сейчас средняя температура на 9 градусов выше климатической нормы, и жара отступать не намерена. Экстремальная погода в республике будет как минимум до конца следующей недели. Пиковых значений температура достигнет завтра, плюс 35 градусов. Из-за аномальной жары жители все чаще обращаются к медикам. Чтобы установить кондиционер, придется подождать как минимум 2 недели. Слона спасают грязевыми ваннами. Как выдержать жару и станет ли легче в июле, расскажет Вероника Гайнудинова. Это Казанский пляж, Нижнее Заречье. Купаться здесь запрещено, только это никого не пугает. На песке и в воде десятки человек. Так казанцы спасаются от жары. У воды без жарко, а без воды никак, потому что без воды ни туды, ни сюды. Такая песня еще есть, правильно? Мне не бывает плохо во время жары, я люблю жару. У меня нет такого, что, единственное, что если очень жарко, стараешься на улицу не выходить. Купальный сезон сегодня открыли Логиновы. Говорят, ехали мимо, купальники всегда с собой в машине. Вот и решили освежиться. Сегодня жарко, решили попробовать искупаться первый раз в этом сезоне. Открыть. Вот вода теплая. Когда вот очень жарко, я прошу папу с мамой, чтобы мы ехали куда-нибудь там в бассейн или в аквапарк. А когда мы туда приезжаем или на пляж, становится очень круто. Не так жарко, да? Да. Сегодня будний день, и то людей много. Вчера здесь яблоку негде было упасть, говорят спасатели. Ажиотаж наблюдался практически во всех популярных местах отдыха. Сегодня много, но так как вчера был выходной, вчера вот у нас особенный был день, ажиотаж, народу очень много. Официально купаться, конечно, не разрешили, но так народ в целом мы сдержать как бы не можем. Меры воздействия, конечно, по безопасности принимаем, но в целом народ купается. Вчера очень много было народу. Из-за аномальной жары и давления скачет, и сердце шалит. Хуже всего такую погоду переносят пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Это люди, страдающие гипертонической болезнью, сахарными диабетами, маломобильным, кто особо не любит проветривать свою квартиру, особенно, кто у нас пренебрегает количеством воды, выпивают максимум 1 стакан в день. Чтобы не перегреваться, в день нужно выпивать не менее 2 литров воды, надевать свободную одежду и обязательно носить головной убор, говорят медики. Кстати, остудиться поможет горячий чай, а вот мороженое, хоть и вкусное, но не самый лучший вариант, чтобы освежиться. Мороженое можно, но лучше это делать, конечно, в домашних условиях, чем на улице, потому что на улице это будет резкое охлаждение и сразу после этого резкий нагрев организма. Это не очень хорошо будет сказываться на вашем общем состоянии здоровья. В жару у компаний, которые устанавливают кондиционеры, в квартирах настоящий ажиотаж. В ближайшие недели уже расписаны. Можно поставить и завтра, только придется доплатить еще 10 тысяч рублей. Мы заполнили склад, то есть заранее все закупили. У нас несколько монтажных бригад. В день устанавливается каждая бригада минимум 4 кондиционера. В среднем это 6-7. В такую погоду жарко не только людям, но и животным. Уличные вольеры зоопарка река Замбези днем пустуют. Животные прячутся в закрытых помещениях. Казалось бы, азиатский слон, приспособленный к жаре, но и он нелегко переносит зной. Под палящим солнцем гулять не спешит. Для Филимона в Казанском зоопарке специально подготовили уличный бассейн. Он охладился под фонтаном и обрызгал себя глиной. Специалисты говорят, так он спасается от жары. Жарковато, конечно, поэтому он чаще находится или в тени, или чем-то покрывается, но не ходит под солнцем. Людей в зоопарке много и в такой жаркий день, но не всех животных удалось увидеть. В основном все спали, жарко было, наверное. Вот сейчас проснулись, начали выходить. Я думаю, что слоны все-таки привычны к такой жаре. Как жару переносите вообще сами? Я хорошо. Я плохо. С такой жарой не справляются даже железные рельсы. Они расширились, и трамвай в Казани сошел с пути. Уже в июне осадки должны были выпасть 53 миллиметра. По данным метеостанции КФУ, пока всего 4. У нас сейчас господствует антициклон. Антициклон в летних условиях – это малооблачная погода, много солнца. А сейчас все дело идет к летнему солнцестоянию. Сейчас очень поверхность земная разгоряченная. Гидрометцентр России давал по долгосрочным своим прогнозам июль выше климатической нормы и засушливый.
Почти такой же, как лето 2010 года, говорит метеоролог. Комфортная температура для июня плюс 25. Жара отступать не намерена. Завтра синоптики прогнозируют до плюс 35. В выходные плюс 32. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, Владислав Поташников, ТНВ, Казань.